Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Российский президент Владимир Владимирович Путин утвердил обновленную концепцию внешней политики России. Указ президента России об утверждении новой концепции внешней политики страны опубликован 31 марта на официальном интернет-портале правовой информации. Документ состоит из 48 страниц. В целях актуализации приоритетных направлений, целей и задач внешнеполитической деятельности Российской Федерации постановляю утвердить прилагаемую концепцию внешней политики Российской Федерации, говорится в указе. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Предполагается, что соответствующий документ определяет приоритетные направления, цели и задачи международной деятельности Российской Федерации. Концепция будет дорожной картой для МИДа России и других министерств и ведомств. Сообщается, что ранее президент Путин признал утратившим силу указ от 2012 года о внешнеполитическом курсе страны в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях. Республика Абхазия в этом важном документе упоминается два раза, в частности в разделе «Международное экономическое сотрудничество и содействие международному развитию» отмечено. Цитата: «В целях повышения устойчивости системы международных отношений к кризисам, улучшения социально-экономической и гуманитарной ситуации в мире, ликвидации последствий вооруженных конфликтов, реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, укрепление позитивного восприятия России в мире, Российская Федерация намерена содействовать международному развитию, уделяя приоритетное внимание социально-экономическому развитию Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, государств-членов Евразийского экономического сотрудничества, государств-участников СНГ, поддерживающих добрососедские отношения с Россией, а также развивающихся государств, проводящих конструктивную политику в отношении Российской Федерации». Далее в этой же концепции отмечено, что в целях дальнейшего преобразования ближнего зарубежья в зону мира, добрососедства, устойчивого развития и процветания Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание всеобъемлющей поддержке Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, содействию реализации основанного на международном праве добровольного выбора народов этих государств в пользу углубления интеграции с Россией. Абхазия приветствует тот факт, что в обновленной концепции внешней политики России особое внимание уделяется активизации отношений с Абхазией и Южной Осетией и готова к еще большему укреплению взаимоотношений с братской Россией. Об этом заявил ТАСС министр иностранных дел Абхазии Инал Арзанба. Безусловно, приветствуем такой подход и готовы к активизации и еще большему укреплению, углублению наших взаимоотношений с братской Россией, подчеркнул Арзанба. К другим новостям. В преддверии очередного раунда женевских дискуссий в МИД России состоялись консультации абхазских и российских дипломатов. 30 марта состоялась встреча заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина с заместителем министра иностранных дел Абхазии Ираклием Тужбом. С абхазской стороны во встрече также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхас Квициния. В ходе встречи стороны обсудили повестку очередного раунда международных женевских дискуссий, который состоится 4-5 апреля 2023 года. Участники встречи вновь подтвердили необходимость обеспечения прочных гарантий безопасности в Закавказье путем подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой. Была также отмечена необходимость делимитации и последующей демаркации государственной границы с Грузией как одного из факторов укрепления безопасности на местах. Абхазская сторона в очередной раз заявила о своей готовности возобновить работу механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Участники встречи также обсудили проблемы гуманитарного характера, связанные со свободой передвижения, а также ряд других актуальных вопросов. И
И еще одна важная тема. Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью телеграм-каналу «Многополярность», который, как нам известно, является одним из информационных проектов МИД Абхазии. В интервью помощнику МИД Абхазии, автору канала Эдгару Гвазава, Захарова высказалась на актуальные темы внешней политики, в частности, о причинах дестабилизации ситуации в Грузии, о перспективах расширения союзного государства, о внешнеполитических приоритетах России и на другие темы. Касаясь темы интеграционных объединений союзного государства, Захарова отметила, что выбор, участвовать или нет в подобных союзных отношениях, за народом Абхазии. В нашей сегодняшней передаче некоторые из поднятых тем мы обсудим с послом МИД Абхазии по особым поручениям Каном Таня. Здравствуйте, Кан, рада вас видеть. Здравствуйте, Арифа, тоже рад вновь видеть. Кан, прежде всего хотелось бы, чтобы мы обсудили, наверное, последнюю тему, такую, скажем, из самых горячих тем. Это вот, как вы знаете, принята новая концепция внешней политики России, она подписана, и ею будет руководствоваться в том числе и МИД России. Для нас, я думаю, это тоже довольно важное событие, особенно учитывая тот факт, что и Абхазия в ней упоминается, как и, в принципе, Южная Осетия. Как вам кажется, во-первых, в каком контексте она упоминается, и что, какие там важные посылы для нас? Да, действительно важный обновленный документ. Ну, вообще, в целом, сама концепция является документом стратегического планирования, любая концепция внешней политики, и представляет собой систему взглядов на национальные интересы страны, ну, в частности, во внешнеполитической сфере. Ну, учитывая ситуацию в мире, очевидно, что Россия, будучи евразийской и евро-тихоокеанской державой, как, кстати, Россия это прописала в своей концепции, постоянным членом Совета Безопасности ООН. И понятно, что понадобилось актуализировать документ к нынешним реалиям, уточнить новые приоритетные направления, цели, задачи внешнеполитической деятельности. И отрадно, что в обновленной концепции развитие отношений с Абхазией по-прежнему, хочу это подчеркнуть, по-прежнему остается одним из приоритетов. Вот, в частности, значит, в пункте 40 части международного экономического сотрудничества и содействия международному развитию, там вот указано, что в целях повышения устойчивости системы международных отношений Россия намерена содействовать развитию Абхазии и Южной Осетии, уделяя приоритетное внимание социально-экономическому развитию. Там говорится также о странах, государствах Евразийского экономического союза, государствах, участниках СНГ, а также развивающихся государств, что тоже вот, которые проводят, скажем так, добрососедскую политику или конструктивную политику в отношении России. То есть это первый раз Абхазия упоминается в таком контексте, и второй раз Абхазия упоминается в 49-м пункте 5-й части, которая говорит о региональном направлении внешней политики, непосредственно о ближнем зарубежье. И там указывается, что в целях дальнейшего преобразования ближнего зарубежья в зону мира, устойчивого развития и процветания Россия намерена уделять приоритетное внимание, и вот там идет целый ряд пунктов, по-моему, 9, если мне память не изменяет. И в 8-м пункте говорится о всеобъемлющей поддержке Абхазии и Южной Осетии, содействию реализации основанного на международном праве добровольного выбора народов этих государств в пользу углубления интеграции с Россией. Вот я формулировку, по сути дела, зазубрил, потому что важная формулировка на самом деле. И вот важно также отметить, что в предыдущей версии документа концепции внешней политики России Абхазия упоминалась один раз. И это было в контексте
там в числе российских приоритетов оставалось содействие становлению Абхазии и Южной Осетии как современных демократических государств, укрепление международных позиций, обеспечение надежной безопасности и социально-экономического восстановления. То есть, как мы можем видеть, формулировки изменились, и даже вот если смотреть стратегически, то и восприятие тоже Абхазии тоже поменялось. То есть Вот, как-то фактически, уровень стал немножко другой, выше, да, как я понимаю? ну, скажем, да, более обширно подходит к вопросу взаимодействия с Абхазией Россия в данном контексте. Ну, фактически Россия своими формулировками в обновленном документе, она подтвердила готовность в дальнейшем укреплять наше взаимодействие, продолжать оказывать всестороннюю помощь. В нынешних реалиях, когда вокруг все очень быстро меняется и создаются новые союзы, да, новые зоны влияния, очень важно было, на мой взгляд, нам очень важно было понимать, какое место Россия отводит Абхазии в своей внешней политике, в своих приоритетах внешней политики. И исходя из утвержденного документа, мы видим, что это весьма приоритетное место. Я лишь вот хочу еще такую ремарку добавить, что во всем документе, ну, я его прочитал несколько раз, я не увидел ни одного упоминания, например, Евросоюза. А Абхазия упоминается 2 раза. Это, в принципе, говорит о многом. Хорошо, хотелось бы немножко о другой теме тоже поговорить, коснуться каких-то других вопросов. В частности, вот слово «интеграция» вы только что упомянули. Вообще вот это словосочетание, интеграционные процессы, оно сейчас все больше и больше звучит, да, в частности, даже союзное государство. Тут мы знаем также о встрече, да, в Минске 2 президентов. Все эти моменты, да, мы знаем, кстати, о предложении о том, чтобы в Минске проходил некоторый формат дискуссий по безопасности, по Закавказью, да, вот есть вот какие-то такие вот тенденции, которые мы всем наблюдаем. Вот прежде всего вопрос о том, вот это многих пугает, да, вот момент союзного государства, интеграционных процессов. Вот ваше отношение вот к этому, да, что ведет ли это к потере суверенитета или вообще что это значит, вот как бы вы это сформулировали? Мгм. Ну, на самом деле, здесь вопросов много, и у меня у самого тоже. Но мы видим, что в целом мир стремительно очень меняется, да, формируются новые союзы с новыми контурами геополитических интересов. И Абхазия в силу своей, скажем так, своего геостратегического и геополитической своей особенности, она является неотъемлемым участником всех этих процессов, хотим мы того или нет. И вот что касается непосредственно союзного государства, президент Абхазии Аслан Георгиевич Бжания, он однозначно высказывался по поводу перспективы вступления в союзное государство России и Белоруссии, да, и он сказал, что Абхазия поддерживает идею расширения союзного государства. И я со своей стороны к этому могу добавить лишь то, что с момента, как президент высказал свою позицию, то есть он достаточно открыто ее, публично, это и в СМИ новость прошла, вот с того момента от Беларуси однозначного ответа не было. То есть мы не знаем, ну я, насколько вот, слежу за новостями, не видел никакого однозначного ответа со стороны Беларуси. Мы не знаем, какова их позиция. Если речь идет о равноправном союзном государстве, союзе, скажем так, суверенных государств, тогда Беларусь должна будет признать суверенитет и установить дипотношения с Абхазией. После этого только возможно будет обсуждение межгосударственного сотрудничества в рамках союзного государства. То есть первый шаг для того, чтобы вообще, скажем так, обсуждать перспективу вступления Абхазии в союз суверенных государств, коими является союзное государство России и Беларуси, да, то мы сначала должны, то есть, чтобы общаться с Белоруссией на межгосударственном уровне, Белоруссия должна установить дипотношения с Абхазией, и мы, соответственно, по принципу взаимности тоже. Поэтому вот нужно понимание позиции Белоруссии,
чтобы более предметно говорить о перспективах. Более того, вторым этапом станет уже после, скажем так, установления дипотношений между Абхазией и Белоруссией, вторым этапом станет уже обсуждение и в обществе, и в парламенте, да, вот у нас в Абхазии, Да. проекта документа о союзном государстве. То есть это целый процесс межгосударственный. Там, возможно, будут какие-то вноситься корректировки с нашей стороны, может, с белорусской стороны. Нужно будет нам, обществу, это нужно понимать, какие права, какие обязанности, какие привилегии все это даст, да. То есть здесь слишком много процедур и внутригосударственных, и уже на международном уровне, которые нужно пройти, и, соответственно, это долгий процесс. То есть, как я поняла, это такое обывательское мнение о том, что это уже вот-вот-вот, это такой долгий путь, и говорить о том, что вот-вот это произойдет, и это что-то грозит, об этом не стоит, наверное, так рассуждать, как... Знаете, мы таким образом сами обесцениваем свое государство. У нас все-таки суверенная республика, у нас есть свои институты, которые принимают решения. И просто взять каким-то чудом, где-то подписать один документ, и вот мы уже в союзном государстве или в любом другом союзе, да, неважно. Такого просто быть не может. Ни с точки зрения права, ни с точки зрения нашего общества. Все-таки у нас достаточно активное общество, за всем активно следит, все активно обсуждает, поэтому этот вопрос... Конечно же, в любом случае в обществе должно быть понимание того, что происходит. Да? Я изложил свою точку зрения. Мне видится, что это длительный процесс, и он состоит из нескольких важных этапов, первым из которых является, скажем так, равноправные отношения между Белоруссией и Абхазией, чтобы в дальнейшем говорить уже о перспективах вхождения в единый союз с Россией, Белоруссией, и, возможно, там другие страны присоединятся к этому союзу. Конечно, это все обсуждаемо, обо всем этом нужно говорить, скрывать где-то кулуарно какие-то доводы. Это лишь, скажем так, распространяет какие-то непонятные настроения в обществе и пугает людей на самом деле. Об этом нужно больше и открытие говорить, мне кажется. Поэтому мы и стараемся поднимать эти вопросы, в том числе и в рамках этой передачи. Я хотела бы еще поговорить об одной важной теме, о многострадальном раунде женевских дискуссий, который все никак не состоится, но вроде бы вот сейчас уже точно намечен. И, опять, да, очень много претензий к этой площадке, с одной стороны, с другой стороны, я думаю, что понимание, что это важная площадка, также присутствует. Но как вам кажется, вот чаще и чаще слышится разговоры о том, что Женева устарела, не приносит результатов, не приносит своих плодов. Кстати говоря, было предложение и Минска. Вот ваше отношение к этому вопросу? Мое отношение следующее. Мне, как дипломату, совершенно непонятно выражение, что диалог устарел, а тем более в нынешней геополитической обстановке в мире. Я не понимаю такой позиции, при которой нам нужно прекратить или выйти из диалога, который относится непосредственно к безопасности Абхазии и всего вообще Южного Кавказа. В этом диалоге в первую очередь заинтересованы мы для стабильности и безопасности, тогда как в мире беспрецедентная просто напряженность, в том числе и ядерная, да, мы просто должны пользоваться всеми возможностями для того, чтобы вести диалог. Вот. Поэтому женевские дискуссии, они актуальны и, наверное, как никогда актуальны сейчас. Люди, которые говорят, что они не приносят плоды, на самом деле это очень поверхностное отношение. Это недостаток информированности, я бы сказал. Это не от того, что люди не понимают чего-то, у них просто недостаточно информации, потому что Женева
на протяжении долгих лет. Там работа идет в двух рабочих группах. Одна политическая, другая гуманитарная. В политическое, понятное дело, главная цель дискуссии – это подписание юридически обязывающего документа о неприменении силы со стороны Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии. Понятно, что такой документ еще не подписан, да, вот ведутся эти вот бесконечные дискуссии для того, чтобы подписать этот документ. Но параллельно во второй рабочей группе по гуманитарным вопросам целый ряд насущных проблем были решены, и важные проблематики, скажем так, которые относились и к экологической безопасности региона, все решалось через женевские дискуссии, через вот эту вторую группу рабочую. Поэтому плюс, скажем так, главным результатом этих дискуссий является то, что пока они идут, пока стороны общаются, можно сказать, что соблюдается тот мир, к которому, в общем, стремится весь формат, да, то есть для подписания самого документа понадобится время. Но вот пока идут эти дискуссии, скажем так, неформально этот документ, он подписан, потому что сохраняется мир и стабильность. Все-таки дипломатам важно получать информацию от своих коллег напрямую, и такая возможность предоставляется в Женеве. И мы получаем информацию не только от грузинских дипломатов, и там не только дипломаты, кстати говоря, там и сотрудники силовых структур, и спецслужб. Мы там получаем информацию от других, скажем так, игроков, это и США, и Евросоюз, и ООН, и ОБСЕ, которые непосредственно также заинтересованы в том, что во всех политических и геополитических процессах, скажем так, не будем вдаваться в детали. Поэтому я считаю этот формат актуальным и сейчас как никогда актуальным. Извините, вы еще говорили насчет переноса его в Минск. Да, вообще сама Женева – это консенсусный формат, он был так зарожден и по сей день так продолжается, то есть все стороны, только в случае, если все стороны приходят к консенсусу, тогда что-то решается. То есть мы можем сделать предложение, если, допустим, наши партнеры по ту сторону баррикад согласятся с таким предложением, то почему бы и нет? В принципе, какая разница, где проводить переговоры? Главное, чтобы обсуждались предметно все темы повестки и принимались решения. А так, в принципе, почему бы и нет? Как считают некоторые ваши коллеги, тоже дипломаты, к понижению статуса этих переговоров это не приведет? Вы знаете, статус переговоров, он определяется участниками, сторонами-участницами. А у нас стороны определены четко. Это, Абхазия, Южная Осетия, Грузия, Россия, США, ООН, ОБСЕ и Евросоюз. 8 сторон, они определены. И куда бы вы ни повезли, скажем, на переговоры дипломатов, представляющих эти 8 сторон, статус этих переговоров никак не понизится от места проведения самих переговоров. Это вот если говорить исключительно формально. Может быть, где-то в сознании, в восприятии у людей, что Женева – это такой дипломатический центр Европы, да, потому что там находится и Европейский офис ООН, и, понятное дело, много штаб-квартир разных. Соответственно, это только может быть как-то исключительно в восприятии, да, психологическом, что ли. А с точки зрения формальности, то статус определяется только участниками. То есть какие стороны участвуют, такой вот и статус. Большое спасибо, ваше мнение понятно. Кан, спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы. На этом сегодня все. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.